Утвердив новый состав Республиканского совета армянской общины, действующий председатель Алик Минасян выразил слова благодарности своим предшественникам за вклад, который они внесли в становление и развитие армянской общины Абхазии. Им были вручены памятные подарки. Конечно, сегодня очень приятно находиться здесь, в зале. Отчет, прошедший за год. Я думаю, что Алик Аутунович делал и до того, пока не был он председателем. И действительно, вы помните, да, мы все одобряли его, чтобы он был председателем, и мы видим результаты. Видим молодую команду, которая сегодня делает даже иногда невозможное. И я хотел бы поблагодарить нас всех, уважаемые делегаты, уважаемые граждане Республики Абхазии, чтобы мы всегда были единым во всех вопросах. Только так мы можем строить будущую Абхазию, чтобы Абхазия процветала вместе с нами, со всеми гражданами Республики Абхазия. С отчетом о проделанной работе в период с марта прошлого года по сегодняшний день выступил председатель армянской общины Алик Минасян. Стоит отметить, что в рамках отчетного периода общиной реализован ряд важных мероприятий. Из их числа Алик Минасян выделил важные направления и события общественной жизни. Организация памятных мероприятий 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В память о жертвах геноцида были зажжены поминальные свечи, организовано шествие общественности к морю и опускание на воду цветов. 1 мая 23 года в селе Алахадзе прошел 25-й юбилейный фестиваль армянской песни «Дружба народов». Фестиваль примечателен тем, что дает возможность для проявления своих талантов детским танцевальным и музыкальным ансамблям и творческим коллективам Республики Абхазия и Юга России. Также армянская община Абхазии оказала немалую поддержку и помощь многим школам республики. К примеру, при финансовой поддержке общины были восстановлены школы в селах Атара и Аракич. Руководство и активы армянской общины Республики Абхазии в ночь пожара взяли на себя обязательства по восстановлению сгоревшей школы до начала учебного года. 28 августа 2023 года, спустя 5 месяцев после пожара, практически полностью были завершены ремонтно-восстановительные работы Аракичской средней школы, а также полная комплектация мебели и необходимого оборудования для организации полноценного функционирования школы. Учитывая большой общественный резонанс и пожелания граждан, было принято решение о старте благотворительного марафона по сбору средств для Аракичской средней школы. Подводя итоги прошлого года, Алик Минасян отметил, что армянская община уже не раз отправляла гуманитарный груз в регионы Российской Федерации. В АГУ на педагогическом факультете возобновлена работа армянского сектора. Данная работа была продолжена после 6-летнего перерыва. На данном этапе община Республики Абхазия и Абхазский государственный университет заключили договор об уплате 10 студентов педагогического факультета. Всего на армянском секторе зачислено 15 студентов, из которых 5 бюджетных мест. Подготовка кадров для преподавания в средних школах является важной составляющей в системе государственного строительства. Осенью прошлого года в селе Ачадара Сухумского района нами была заменена кровля сельского спортивного комплекса. Работы по ремонту здания продолжаются. Благодаря армянской общине были восстановлены 4 детские площадки в селах Личкоп, Гумиста и Яштхуа. Осознанно использовал слово «обустроить», потому что игровые снаряды не просто установили. Получились полноценные детские городки с ограждением по периметру, освещением, подсыпкой территории. По просьбе дирекции 2 школ, Гумистинской и Яштовской, профинансированы работы по замене перил и покраске фасада здания. Это строительство спортивного зала в селе Ачадара. Государство профинансировало основную часть работ, Алик Аутунович помог с заменой кровли, а наш прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Российской Федерации Вартырес Самургашев, кстати, член армянской общины города Ростов-на-Дону, подарил нам борцовский ковер. Как отмечалось в докладе, на очередь обновления фасада здания. Мы внимательно наблюдаем за доброй деятельностью общины в нашем районе и во всей республике в целом. Хотел бы напомнить, дорогие друзья, что в 2017 году в Гулипском районе 7 ноября прошел первый фестиваль культуры амшенских армян. Была заложена добрая традиция именно в нашем районе.
который ежегодно проводится каждую осень по всей республике. В 2023 году Алик Арутюнович на высоком достойном уровне в Гагарском районе провел фестиваль, в котором были представлены и делегаты из нашего прекрасного района. На мой взгляд, фестиваль призван объединить выходцев амшинских армян, живущих в республике Абхазия, и сохранить культуру и традиции древнего народа. Алик Минасян также поделился планами на этот год. Организация проведения 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян Османской империи. В мае планируется проведение в селе Алахазы традиционного фестиваля армянской песни «Дружба народов». В августе мы будем отмечать 145-летие селем Цара Гудаутского района. В преддверии важного политического события – выборов президента Российской Федерации, депутат парламента Левон Галустян обратился к собравшимся с призывом принять активное участие в голосовании. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.